Спасибо большое. Я тоже ремарку сделаю за ваши комментарии. Я думаю, сейчас Дамира нам более детально расскажет, что творится в секторе шведом. Да? Спасибо, слово вам. Еще раз всем добрый день. Хочу немножко о себе. Я 27 лет преподаю в университете. Раньше это было КГУ-СТА, сейчас КГТУ. Являюсь доцентом кафедры, 10 лет заведовала кафедрой и разрабатывала программы именно по программе. Открывала программу технологов-конструкторов, разрабатывала программы для открытия колледжа при КГТУ, магистратуру и так далее. Да. 2 года я работала менеджером по проектам в ассоциации Ликпром. Я тесно работала со швейным сектором. 9 лет я работала экспертом, консультантом национальным в швейцарском проекте ITC. 2 года я работала экспертом в GIZ по поддержке занятости и профессиональному обучению. И 2 года назад я открыла свою консалтинговую компанию. Я в течение 2 лет выезжаю на производство, консультирую швейные производства и обучаю технологов именно по технологии швейных изделий. Сейчас так получилось, что у нас в Бишкеке очень много вузов готовят дизайнеров одежды. 1 вуз только готовит, 2 вуза готовят конструкторов, и только 1 КГТУ, 1 кафедра готовит технологов. Набирают группы и оканчивают небольшое количество технологов, и часть из них идут на производство, часть из них, я не знаю, выходят замуж и не идут на производство. Да? И это 1 капля в море. На сегодняшний день огромная нехватка технологов на производствах. И технолог — это тот человек, на которого вешают все от начала полное производство, да, от загрузки, проверки там, закройщиков до упаковки. Поэтому у меня была разработана программа для обучения технологов. По модели Go мы с консультантом Азаматом Атакуровым мы самые первые, наверное, поработали с компанией Niceline. Вот. Работа отраслевого консультанта, отраслевого тренера, она заключалась в том, чтобы выехать на производство, провести анализ технических навыков сотрудников и на основе этого анализа разработать программу, именно адаптировать эту программу для сотрудников этой компании. Можно следующее? Швейное предприятие Niceline, она именно специализируется на производстве женской нарядной и повседневной одежды для больших размеров, и у них были только платья. Сам руководитель находится в Америке, и, представляете, она управляет компанией на расстоянии. Здесь технологом работала 1 девушка, и то она не швея, без образования. Просто у нее, видимо, такие навыки были лидерские. Ее поставили руководить здесь, как бы менеджером быть, и она просто не справлялась с работой. Поэтому запрос был обучить именно швей, более-менее знакомых руководителей, чтобы они могли управлять производством. Можно дальше? Вот участниками курса стали 4 девушки. Это вот менеджер производства и швеи Гульмира, Ханшай, Телегуды. В течение месяца я разработала программу. Можно дальше. По результатам анализа я разработала программу в объеме 40 часов с учетом изготавливаемой швейных предприятием ассортимента женской одежды. Длительность курса составила 3,5 недели, так как в это время был кризис и швейное предприятие стояло без заказов, и поэтому обучение шло каждый день по 3 часа. Очень интенсивно мы обучались. Девочкам было очень интересно, они не пропускали занятия. И прошли сейчас я скажу.
Для эффективного проведения курса были разработаны материалы, разработаны рабочие тетради, задания для практической работы. И все участники отнеслись с большой ответственностью к выполнению всех этих теоретических и практических заданий. Можно следующий вопрос? В процессе обучения изучили нормативно-техническую документацию, освоили методику скоростного шитья, научились различным способам обработки основных узлов. То, что я, например, даю в ВУЗе за год студентам, у меня своя методика появилась за 27 лет. Я в течение месяцев в краткосрочных курсах обучаю технологов именно основам технологии. Можно дальше, да? Вот даже вот таким вот схемам узлов, когда в зависимости от материала, в зависимости от моделей можно выбрать обработку именно данного, того или иного изделия. Можно дальше. Ну и вот мы 16 декабря закончили, состоялось подведение итогов, вручили сертификаты. И что вот на данный момент, вот уже время прошло, да, сейчас получается Гульмира, она является технологом, вот два технолога, первый этаж, второй этаж, внедрили именно ассортимент женских жакетов, и второй этаж сейчас набрали 10 швей и успешно отшивают именно женские жакеты. Говорила, она на первом этаже, там около 30 швей, они именно отшивают платья, юбки, брюки. Вот девочка, которая только к ним поступила, упаковщицей была, она сейчас работает ОТК. И еще одна девочка, которая вот здесь она заболела, Канышай, она сейчас является менеджером, управляет производством. И это вот буквально за короткий период у них вот такой вот получился рост. Конечно, немножечко спотыкаются. Я выезжаю иногда раз в 2 недели, консультирую, поддерживаю компанию, но она сейчас успешна. На данный момент мы вот в течение 2 месяцев закончили еще на 2 предприятиях обучения. Это компания Базика Премиум, там обучились 6 девочек, и Венстелла, тоже производство женских жакетов, там обучились 9 человек. Но по ним презентацию я не включила. Я вот как успешный кейс, именно по прошествию времени, вижу такой хороший результат после нашего обучения в компании на Исландии. Спасибо. Я думаю, что на сегодняшний день надо больше упор действительно делать на технологов, потому что технологи дальше могут передавать обучать дальше именно швей, ОТК, бригадиров и так далее. На сегодняшний день технолог — это самый основной человек на производстве. Если есть вопросы, отвечу. Спасибо.